В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. В Якутии предприняты меры по улучшению эпидемиологической ситуации. Глава региона поставил конкретные задачи перед руководителями министерств и ведомств. В Минтруде Якутии напоминают, сотрудники старше 65 лет не должны привлекаться к работе. В Якутске прошло открытие Яндекс.Лицея, прямое включение с места события. Наладить работу колл-центров, организовать работу медицинских ковид-бригад, упорядочить очереди в медицинских учреждениях, локализовать напряженность не только в столице, но и в ряде районов Якутии. Эти задачи перед руководителями министерств и ведомств республики поставил глава региона Айсен Николаев в ходе рабочего совещания по недопущению распространения коронавируса. По информации регионального министерства образования и науки, заболеваемость ОРВИ среди учащихся не критична. Поэтому школы республики пока не будут переводить на дистанционный формат обучения. Айсен Николаев поручил определить дату начала и продолжительность осенних каникул, чтобы население было проинформировано об этом заранее. Между тем, около 250 тысяч якутян получили прививку от гриппа. Это почти 26% от общего населения республики, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве напомнили, что оптимальное время для вакцинации – период с сентября по ноябрь. Так иммунитет успеет сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. Вакцину можно получить в поликлиниках по месту жительства и работы. Также работают выездные прививочные бригады по месту учебы или работы. Как отмечают врачи, после иммунизации риск заражения гриппом снижается в среднем на 80–90%. Для предупреждения этих заболеваний прежде всего необходимо соблюдение санитарно-гигиенических мер. И помимо вакцинации от гриппа, доказанную эффективность имеют такие меры, как социальное дистанцирование и масочный режим, который мы должны обязательно соблюдать в нашей повседневной жизни. Вакцинация от гриппа необходима. Человек, который получает вакцину, он должен быть абсолютно здоров. И вот сегодняшняя вакцина, которая ставится, она имеет совершенно такой обновленный состав в связи с предстоящей новым подъемом заболеваемости. В Якутии за сутки выявили 85 новых случаев коронавируса. Это данные регионального оперштаба. В Якутске 48 заболевших, в Алданском, Мигино-Кангаласском районах по 7, в Мирнинском районе 6, Амгинском и Миконском по 4. В Намском, Сунтарском, Нерюнгринском районах по 3 заболевших, в Усть-Алданском 2. Напомню, глава региона Айсен Николаев продлил в республике режим повышенной готовности до 30 октября. Открытие учреждений дополнительного образования и спортивной подготовки перенесено на 1 ноября. Режим повышенной готовности на территории республики, который продлен по 30 октября указом главы республики, который он подписал вчера. Необходимо обратить внимание, что этим указом не введены никакие послабления относительно работы учреждений или открытия каких-то новых учреждений на территории республики. Открытие учреждений дополнительного образования и спортивной подготовки перенесено на 1 ноября. Сотрудники старше 65 лет не должны привлекаться к работе. Об этом напомнили в Министерстве труда и социального развития Якутии. Руководители обязаны перевести таких работников на дистанционный режим работы или оформить больничный. А также могут быть рассмотрены варианты предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков или отпусков без сохранения заработной платы. Организации, нарушающие указ главы Якутии, будут привлечены к административной ответственности. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с мастером спорта международного класса Сарданой Трофимовой и ее тренером, заслуженным мастером спорта России Татьяной Жирковой. Руководитель региона поздравил спортсменку и ее тренера с победой на московском марафоне, одержанной в 3-й раз с 3-м рекордным показателем. Глава выразил надежду в том, что справедливость восторжествует и Сардана Трофимова будет участвовать в Олимпиаде в Токио. Айсен Николаев подчеркнул, что республика будет и впредь поддерживать легкоатлетку в подготовке и участии на соревнованиях.
Проект бюджета на трехлетку внесен в Госдуму. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. При формировании документа правительство исходило из двух приоритетов – исполнение социальных обязательств государства перед гражданами и реализация национальных целей развития, сформулированных президентом России Владимиром Путиным. Предусмотрено практически двукратное увеличение бюджетных ассигнований на финансирование пособий нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. По планам, российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста к концу следующего года. В дальнейшем темпы ежегодного роста составят не менее 3%, заявил Мишустин. Премьер добавил, что в решении текущих проблем в экономике должны принимать участие все предприятия, а не только нефтяные компании. В Якутске прошло открытие Яндекс.Лицея на базе колледжа связи и энергетики имени Дудкина. Это бесплатный образовательный проект по обучению школьников 8-9 классов языкам программирования. Сейчас на месте события находится наш корреспондент Юрий Осипов. Он выходит на прямую связь со студией. Юра, приветствую тебя, ждем подробностей. Здравствуй, Анастасия. Прежде всего, хотелось бы отметить, что это первый подобный проект в нашей республике. В первый поток попали 15 детей из более чем 180 претендентов. То есть это около 11 претендентов на одно место для обучения в лицее. В следующем году планируют набрать еще примерно столько же детей и создать уже вторую группу. Преподаватель же здесь Дмитрий Никифоров, который прошел специальное обучение в Яндекс, чтобы иметь возможность обучать детей в этом лицее. На протяжении нескольких месяцев он проходил специальное обучение в Яндексе и сдавал итоговые испытания. Все это проходило в виде экзаменов и собеседования. О том, какое место IT-образование занимает в колледже, давайте узнаем у его директора. Слушаем. Мы хотим, чтобы у нас колледж был таким центром инноваций в сфере образования. Ну вот вы сказали, что открытие Яндекс.Лицея проходит в рамках открытия недавно открытых мастерских. Да. Вот, как они будут работать вместе? Мы в прошлом году в ноябре месяце выиграли грант на субсидии Министерства просвещения в рамках 37 миллионов рублей. И здесь 7 кабинетов новых. Мы приобрели новое оборудование 7 кабинетов, провели ремонт этого этажа и дополнительно открыли Яндекс.Лицей. То есть мы хотим, чтобы здесь, на этом этаже, проходили обучение не только наши студенты, но и профподготовка, сдача демоэкзаменов, чемпионат WorldSkills. Сегодня здесь уже прошла так называемая нулевая лекция. На ней дети получили инструктаж и примерное представление о том, что их ждет во время обучения. На базе этого Яндекс.Лицея школьники будут обучаться основам программирования на языке Python, а также основам промышленного программирования. За 2 года обучения школьники будут знакомиться с теоретической частью, а также осваивать технологии и разрабатывать проекты. Кабинет, в котором мы были только что, специально предназначен для обучения теоретического. А сейчас вот мы подходим к кабинету, в котором будет проходить практическая часть обучения. Сообщается, что после завершения обучения каждый выпускник получит свидетельство об обучении, а также сертификат Яндекс.Лицея и статус джуниор-программиста, который признается во всех IT-компаниях. Анастасия, к этому часу у меня вся информация. Передаю слово тебе. Юра, большое спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Юрий Осипов. Осень в этом году выдалась особенно теплой. Это также подтверждают и специалисты Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Причиной аномально теплой осени считают антициклон, который сосредоточился по всей территории республики. За всю историю наблюдений сентябрь занял 2-е место, уступив сентябрю 1983 года на 2 градуса по средней месячной температуре. Однако уже к концу сентября жители некоторых районов Якутии стали свидетелями первого снега. На ближайшие дни у нас с начала недели погода поменялась, характер погоды, да? Начались дожди с мокрым снегом. Сейчас на большей части территории идет уже осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. Такая погода связана с выходом циклонов с севера и один с Забайкалья. Входит циклон, сейчас он над центральными районами, и с ним, выпали осадки в виде дождя и мокрого снега. На этом все. Оставайтесь с нами.